Добрый вечер. В прямом эфире программа «Прямая связь». В молодости почти каждый из нас имеет плотные и крепкие кости, здоровые суставы. Мы не ощущаем никаких проблем со стороны костей, даже после переломов или в случае тяжелой физической работы. И такие заболевания, как остеопороз или артроз, нам не знакомы. Но чтобы с возрастом не иметь проблем со здоровьем, врачи призывают заниматься профилактикой заболеваний костей и суставов уже в молодом возрасте. Реальные советы для полноценной и здоровой дальнейшей жизни от гостей нашей студии. Они сегодня с нами в прямом эфире. Это заведующая кафедрой госпитальной терапии Казанского государственного медицинского университета, заслуженный врач Республики Татарстан, шеф терапевтической клиники РКБ Диана Ильдаровна Абдулганиева. Добрый вечер, Хайырлы кич. И главный травматолог-ортопед Министерства здравоохранения Республики Татарстан, руководитель научно-практического центра травмы Сергей Валерьевич Кривошапка. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Сергей Валерьевич у нас также заместитель главного врача РКБ. Уважаемые телезрители, мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 570 50 75. Звоните нам, задавайте свои вопросы. Мы ждем ваших сообщений по электронному адресу, который вы видите сейчас на своих экранах. Также на протяжении всей программы будет работать электронное голосование. Тема интерактива сегодня: следите ли вы за состоянием своих костей и суставов, на которую предложено 3 варианта ответа. Голосуйте. В конце программы подведем итоги. Диана Ильдаровна, как вы думаете, как распределяться ответы в конце программы и каким образом следите за своим здоровьем вы? Хотелось бы надеяться, что большинство наших телезрителей ответит на вопрос номер 2, занимаясь гимнастикой, пью препараты. Посмотрим в конце программы, какой будет итог. Но в отношении своего здоровья мы проходим диспансеризацию, как и все жители нашей республики, раз в 3 года. И это, наверное, основа того, чтобы сохранить свое здоровье как можно дольше. Спасибо. Здоровые суставы – это роскошь, значение которой трудно оценить тому, кто никогда не испытывал боли при ходьбе и не ощущал затруднений при попытке поднять руку или ногу, развернуться или присесть. Между тем, миллионы людей по всему свету ежегодно обращаются за помощью к врачам-ортопедам с подобными жалобами. Давайте поговорим о том, почему болят суставы. Причин заболеваний суставов несколько. Основная причина и заболевание это называется остеоартрит, или раньше мы его называли остеоартроз. Это у людей с возрастом возникает поражение всего сустава, вовлекаются все структуры, начиная от хряща, заканчивая подлежащей тканью хряща и структурами, которые окружают сустав. Это самое частое заболевание. Есть еще группа так называемых воспалительных заболеваний суставов. К ним относят ревматоидный артрит, анкилозический спондилоартрит. Также часто встречается и поражение суставов при таком заболевании, как подагра. Диана Ильдаровна, какие самые распространенные болезни суставов на сегодняшний день? Это, как я уже сказала, остеоартрит или остеоартроз, как его называли раньше. Это заболевание, которое встречается очень часто после 50-55 лет. И, наверное, вы все знаете, что у бабушек иногда образуются узлы на руках, меняются суставы, они уже не могут одевать кольца. Это один из первых признаков. Также жалобы на боли в коленных суставах, тазобедренных, голеностопных. Это все признаки остеоартрита. Это уже главный симптом, на который стоит обратить внимание. Это уже признаки того, чтобы обратиться к врачу. Так ведь? Совершенно верно. Да, скажите, а как диагностируют заболевания суставов? Какие возможности диагностики есть в ведущих больницах республики? Диагностика заболеваний суставов в настоящее время у нас в республике проводится на том же уровне, что и в лучших клиниках Москвы, и, не побоюсь этого, в Европе. Человек начинает испытывать 2 основных симптома. Это боли. При движении все мы двигаемся, когда утром просыпаемся, встаем с кровати, начинают двигаться наши суставы, и поэтому этот симптом невозможно не заметить. Второе – это припухлость и покраснение. Мы говорим, это артрит. Поэтому вот эти 2 основных клинических симптома, с которыми пациент обращается, они, безусловно, не остаются без внимания врача. Мы называем это клиническая диагностика. Второй большой блок – это визуализация, когда мы при помощи рентгенографических методов исследования, при помощи магнитно-резонансной томографии можем визуализировать сустав, как выглядят все его структуры. Это еще один метод диагностики. Также в ряду этих методов диагностики, которых мы называем визуализационной, стоит и остеосцинтиграфия. Накопление контрастного вещества в полости сустава, в близлежащих структурах. И мы все-таки живем в 21 веке, на дворе 2017 год. Есть и серологические, иммунологические маркеры поражений суставов. И иногда достаточно бывает сдать кровь, и по определенным параметрам, по наличию определенных белков, мы можем не только сказать о наличии заболевания, но и провести
разграничить, каким заболеванием сустава страдает пациент. Спасибо. Какие виды медицинской помощи по сравнению с уже существующими могут получить татарстанцы? Давайте вместе посмотрим. Республиканский ревматологический центр Республиканской клинической больницы по праву признан лучшим по оказанию консультативной помощи больным со всех районов Татарстана. Точный диагноз ставится на основании многочисленных исследований, рентгенографии суставов и позвоночника, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования и биохимического исследования крови. В Республиканской клинической больнице представлены все виды лабораторной, рентгенологической и МРТ-диагностики. А также это остеосцинтиграфия, сиалография, денситометрия, УЗИ-диагностика заболеваний суставов, околосуставных мягких тканей, ядерно-магнитная диагностика, компьютерная томография, доплерография сосудов, ЭКГ, холтеровское мониторирование ЭКГ и АД. Радиоизотопные исследования позволяют наблюдать за функцией различных органов и систем человека. Особенности технологии ядерной медицины – распознавание патологического процесса на молекулярном уровне, в ряде случаев на доклинической стадии, то есть до появления симптомов заболевания. С помощью радиоизотопной диагностики можно исследовать практически любой орган организма, а некоторые из них – несколькими способами. При необходимости больные направляются на стационарное лечение. Широко используются физиотерапевтические методы лечения, лечебная физкультура. Широкие диагностические возможности больницы, совместная работа врачей и сотрудников кафедры госпитальной терапии КГМУ позволяют решать самые сложные вопросы диагностики и лечения. На базе ревматологического отделения РКБ проводится апробация и внедрение новых технологий в диагностике и лечении ревматических болезней. Проводятся школы пациентов для больных, страдающих заболеваниями ревматического профиля. А это 7-я городская больница Казани. Здесь в ревматологическом отделении оказывают высококвалифицированную лечебно-диагностическую помощь пациентам ревматологического профиля. Отделение открыто для лечения и обследования жителей не только Казани, но и всех районов республики. Мы владеем практически всеми методиками современными, не только которые в России, но и в Европе, и в Америке существуют, в том числе касательно диагностики, денситометрия, диагностика остеопороза, сейчас у нас аппарат стоит, КТ, МРТ, мы работаем в многопрофильной клинике, поэтому нам, конечно, комфортно здесь работать именно в плане того, что мы можем производить максимально возможную диагностику на сегодняшний день. Естественно, при активном участии и содействии администрации нашей больницы в лице главного врача Садыкова Марата Наилевича, без его поддержки, естественно, все бы это трудно было поднять. И сейчас произошли революционные изменения в плане лечение так называемых аутоиммунных заболеваний. Это ревматоидный артрит, болезнь Бехтерева, системная красная волчанка. Сейчас у нас здесь используются и генно-инженерные биологические препараты, которыми лечат сейчас тяжелые, резистентные к лечению формы этих заболеваний. Мы обладаем сейчас и диагностической базой хорошей. То есть у нас ставятся диагнозы на ранних стадиях. Это, кстати, большое достижение именно ревматологической службы в Республике Татарстан. В частности, вот по болезни Бехтерева по всей России средняя продолжительность постановки диагноза, средняя длительность до постановки диагноза составляет порядка 6-7 лет. А у нас ставится диагноз сейчас на ранних стадиях, это 1-2 года, да, и, соответственно, чем раньше поставлен диагноз, тем раньше начато лечение, и тем лучше исход, тем меньше мы достигаем инвалидизации пациентов, потому что это социально значимые заболевания. Мы ставим людей на ноги, они продолжают активно трудовую деятельность, активно работают, живут полноценной жизнью, и мы повышаем качество жизни таких пациентов. Уважаемые телезрители, мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 570-50-75. Звоните нам, задавайте свои вопросы. Мы ждем ваших сообщений по электронному адресу, который вы видите сейчас на своих экранах. Также на протяжении всей программы работает электронное голосование. Тема интерактива сегодня. Следите ли вы за здоровьем своих костей и суставов, на которую предложено 3 варианта ответа. У нас уже есть первые результаты. Пока лидирует первый, да? Хорошо, голосуйте. В конце программы подведем итоги. Как можно предотвратить развитие заболеваний суставов, Сергей Валерьевич? Для того, чтобы предотвратить заболевание суставов, надо заботиться о состоянии не только самого сустава, но и костно-мышечной системы в целом. Для этого с раннего детства необходимо вести активный образ жизни, потому что кость устроена таким образом, что кровоснабжение и костей, и суставов происходит только при движениях. Если человек неподвижный или ведет малоподвижный образ жизни, кровь к костям и суставам не поступает или поступает ее недостаточно. Также от уровня развития мышечной системы зависит и нагрузка на сустав. Мышечная система имеет роль дополнительного стабилизатора, и кроме связок, мышцы удерживают стабильность суставов.
Если мышцы развиты плохо, человек ведет малоподвижный образ жизни, проводит время у телевизора вместо прогулок на свежем воздухе, сустав испытывает недостаточное кровоснабжение, в нем развиваются атрофические процессы, что приводит к дистрофии суставного хряща и развитию остеоартроза, или, как сейчас принято говорить, остеоартрита, который проявляется в том, что возникает боль, возникает скрип, хруст в суставе, и человек испытывает боль при движении. Очень важно также контролировать массу тела. Если масса тела у человека значительно превышает его рост, то есть есть такое понятие индекс массы тела, который любой Как его высчитать? пациент может высчитать очень просто. Например, Это 70 килограммов, метр 55. вес в килограммах нужно разделить на квадрат роста в метрах. Так, вот 70 килограммов делим на... 70 килограммов делим, допустим, на 1,55 в квадрате. 1,55 В квадрате. Получаем индекс массы тела. Если индекс массы тела меньше 30 и ближе к 25, то это говорит о том, Нормально. что нагрузка Хорошая. невысокая. Если индекс массы тела от 30 до 35, это пограничное состояние, когда идет ускоренный износ сустава. А если же Разрушаются суставы при индекс такой массы массе. тела превышает 35, то там идет настолько быстрое разрушение суставного хряща, что очень быстро можно прийти к инвалидности и потребуется замена сустава. Конечно, такая технология сейчас существует. Мы меняем живые изношенные суставы на искусственные эндопротезы. И в год в республике у нас делается порядка 3000 таких операций. Но лучше пользоваться своими суставами. Их надо беречь, их надо любить и пользоваться тем, что дала нам природа. Спасибо. 570-50-75, телефон прямого эфира. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем. Добрый вечер. Это меня называют Михалимовой. Так, вот меня это доктору, это женщина-доктор. Вопрос. У меня остеохондроз, артрит, шейный и поясница. Все болит. Мне 80 лет. Я работал, конечно, на холодах. Из физической работы. Вот, например, я сейчас иной раз у меня часто бывает артрит, артроз поясницы. Я спасаюсь, например, мазь меня не помогает. Мази не помогает. Мази не помогают. Вам 80 лет, у вас артрит, артроз поясницы. Делаю перцовый пластырь. Вопрос ваш в чем? Вопрос ваш в чем? Что вы хотите узнать? Почему? Что делать? Какие лекарства? В общем, как продлить здоровье свое, да, скажем так, и действительно Понятен. качество жизни. Вопрос- Спасибо, Рахмет. Да, Бекзур Рахмет, вопрос понятен. Конечно, когда пациенту 80 лет, и уже он был у врачей и говорит о том, что ему поставлен диагноз остеоартрит, мы понимаем, что речь идет о системном поражении суставов, включая мелкие суставы позвоночника, поэтому и мозевые формы в его конкретном случае, конечно, это не самый оптимальный вариант лечения. Хотелось бы порекомендовать обратиться к врачу в поликлинику по месту жительства, потому что 80 лет наверняка есть так называемая коморбидность, артериальная гипертензия, может быть, ишемическая болезнь сердца. Поэтому назначать в эфире мы препараты не будем, но однозначно пациенту надо уже прибегнуть к более интенсивной терапии в виде лекарственных препаратов, которые можно принимать внутрь и, может быть, даже инъекционные. Спасибо. Есть еще один телефонный звонок, да? Давайте послушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Говорите. Говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня у колен сзади киста Беккера, у обоих. На киста Беккера делается ли операция? И еще дали такой диагноз, тоже сустав артроз. Дали направление на операцию. Это киста Беккера и сустав артроз, делается ли операция или нет? Еще был инфаркт. Еще был инфаркт. Спасибо, Рахмет. Добрый вечер, уважаемая телезрительница. Киста Бейкера может быть излечена только оперативным путем. Никаких лекарственных препаратов по излечению без операции в природе не существует. Относительно того, можно ли вам делать операцию после инфаркта миокарда, это может решить только врач при вашем личном осмотре
к сожалению, ни по телефону, ни по телевизору мы не можем поставить вам правильный диагноз и определить, Посмотреть сопутствующие заболевания, если вы, так ведь? Историю на операцию. Нужно обратиться к врачу перед тем, как вас возьмут в операционную, проведут необходимые исследования, снимут электрокардиограмму, при необходимости проконсультируются с врачом-кардиологом. Спасибо. С заболеванием остеопороз в своей жизни сталкиваются люди любого возраста. Это заболевание, при котором кости теряют свою прочность, становятся хрупкими и легко ломаются. Что все-таки способствует развитию этого заболевания, Дина Эльдаровна? Вы знаете, остеопороз – это заболевание пожилого возраста, которое связано с детским возрастом. Почему так? Потому что формирование костей, именно плотности минеральной кости, начинается в детском возрасте. Поэтому от того, насколько было достаточно физической нагрузки, насколько было правильное питание у детей, поступление витамина D, солнечные ванны, от этого зависит, каков будет состав, плотность костной ткани уже в пожилом возрасте, конечно. Какие симптомы в организме могут сигнализировать о появлении остеопороза? Он вообще симптомы какие-то проявляет? Вот в этом-то его и лукавство остеопороза, что он не имеет клинических симптомов, и первым иногда проявлением болезни бывает перелом. Мы его называем низкоэнергетический перелом, к которому особенно следует относиться с вниманием. Что такое низкоэнергетический на простом языке? Это когда при падении с высоты собственного тела у человека ломается, допустим, рука или нога. Вот это называется низкоэнергетический перелом, и в этом случае уже следует задуматься о наличии остеопороза. И второй момент, на который следует обратить внимание, мы все привыкли, что дети и подростки растут, а оказывается, рост может и уменьшаться. Вот если с возрастом человек замечает, что брюки стали длинные, или рукава у костюма или у платья стали вдруг длиннее, это тоже признак развития остеопороза. Кто все-таки в группе риска? Существуют две большие группы риска. Первое – это те состояния, с которыми мы не можем изменить. Это женский пол, возраст старше 65 лет. Это, допустим, определенные заболевания, склонность иногда есть к остеопорозу. А есть так называемая группа модифицированных рисков, на которые мы можем повлиять и могут повлиять наши слушатели. Это табакокурение, это прием алкоголя. Это дефицит витамина D, то есть когда люди не пользуются, не загорают. Естественно, это надо делать в разумное время, с 11 до 3 дня принятия солнечных ванн, оно не приветствуется врачами. Это злоупотребление алкоголем, это малоподвижный образ жизни. Вот это те факторы риска, которые приводят к развитию остеопороза, но с ними можно бороться. Можно ли помочь своему организму с помощью народных средств? Примочки, пиявки, какие-то припарки. Если мы говорим про остеопороз, нет. Конечно, нет. Правильно вы сейчас сказали, что действительно есть ряд факторов, на которые мы также можем повлиять всем миром. Это курение, да? И по опыту других стран можно сказать, что когда курение запретили во всех общественных местах и на улице, то смертность снизилась почти на 20%. А у нас как? И насколько запреты сегодня это действительно эффективная мера? Вы знаете, если говорить о курении, да, Сергей Валерьевич, то, конечно, слово «запрет» – это, наверное, то слово, которое стоит применять. Потому что ведь не только минеральная плотность кости, но мы знаем прекрасно и развитие атеросклероза, и поражение легких, так называемая хроническая обструктивная болезнь легких. То есть табак оказывает системное воздействие на организм человека. Поэтому, говоря о курении, наверное, слово «запрет» оно абсолютно уместно. Мы, проводя беседы с пациентами, говорим, постепенно надо уменьшать, и, конечно, целью должен быть полный отказ от курения. Если это алкоголь, это такая же вредная привычка, которая может повлиять на Можно здоровье? мне тоже прокомментировать эту ситуацию? Конечно. К сожалению, у нашего населения в Российской Федерации отношение к запретам, оно очень своеобразное. Во всем мире, в большинстве стран мира, если говорили «нельзя», значит, люди понимают, что этого делать нельзя. А у нас говорит человеку нельзя, он говорит, что значит нельзя? Это же я хочу, надо попробовать, или да? мне надо. Вот лежит пациент в общей палате, где находится кроме него еще 4 или 5 травмированных пациентов, которые не курят. Подходишь к этому пациенту, объясняешь ему: уважаемый, нельзя курить в палате. У нас есть федеральный закон о запрещении курения в общественных местах. Что значит нельзя? А мне хоть надо, я хочу и буду. Вот. И, к сожалению, уважаемые телезрители, хотелось бы обратиться к вам. Подумайте не только о своем здоровье, подумайте, пожалуйста, об окружающих. Если вы лично хотите курить, то окружающие вас люди ни в коем случае не должны вдыхать табачный дым от вашей сигареты, потому что доказано, пассивное курение, то есть когда человек вдыхает дым
сигареты, которые не он сам курит, но даже более вредно, чем тот вред, который получает сам курильщик. Пожалуйста, подумайте об окружающих. Спасибо. Есть еще один телефонный звонок, давайте послушаем. Добрый вечер, вы в эфире, слушаем вас. Да. Добрый вечер, говорите. Алло, здравствуйте. Нам 17 лет. Нам поставили диагноз юношеский спондилоартрит. Вопросы. Можно ли нам заниматься физическими культурами, активными физическими занятиями, как говорят передачи? И второй вопрос. Можем ли мы обратиться в МСЭК для установления инвалидности, так как у нас противопоказания к физкультуре и разным физическим нагрузкам? Диагноз понятен, да, какой? Диагноз еще раз свой назовите, пожалуйста. Какой вам поставили диагноз? Юношеский спондилоартрит. Спасибо. Спондилоартрит относится к группе воспалительных заболеваний суставов, включая позвоночник и крестцово-подвздошные сочленения. Здесь, уважаемый телезритель, вот произнес слово спондилоартрит, и юношеский подразумевает, наверное, что он начался в молодом возрасте. Надо сказать, что заболевание, в общем-то, его обязательно надо наблюдать. То есть ваш сын, видимо, да, я поняла, он должен из педиатрической сети обязательно, потому что 17 лет – это тот возраст, когда пациенты покидают педиатрическую сеть и переходят во взрослую. Он обязательно должен находиться под наблюдением взрослых терапевтов и ревматологов. Умеренные физические нагрузки при спондилоартритах, так называемая лечебная физкультура – это один из столбов, если речь идет об анкилозическом спондилоартритах. Говоря об инвалидности, установлением инвалидности у нас занимается особая структура, медико-социальная экспертиза. Мы устанавливаем наличие заболевания и наличие так называемой функциональной недостаточности. Потому что инвалидность, к ней есть определенные критерии к получению инвалидности в случае, если заболевание наносит вред в плане функции. Когда человек не может функционировать, у него возникают ограничения. Спасибо. Давайте поговорим о питании. Что есть и сколько есть, чтобы не болеть? На этот вопрос нет однозначного ответа. Можно дать рекомендации по профилактике какого-либо конкретного заболевания. Потому что от всех лекарств никто не придумал панацеи, нет такого продукта питания, который, если съесть, то в раз поправишься или не заболеешь. Что касается остеопороза, очень важно, и не только остеопороза, но и для укрепления костей и суставов в целом, для профилактики травматизма. Очень важно, чтобы человек получал сбалансированное количество белка, препаратов кальция и витаминов. Очень рекомендуются молочные продукты. Причем, если у человека плохая переносимость цельного молока, то прекрасной альтернативой являются кисломолочные продукты. Это творог, кефир, сметана, различные виды йогуртов. Вот. Кроме молочных продуктов, кальций содержится в лесных орехах. И, естественно, кроме молочных продуктов, взрослый человек должен употреблять 100-120 грамм мяса или рыбы ежедневно. Это позволит сохранить здоровье костей и суставов. Ну и плюс к питанию необходима физическая активность. Если человек, повторюсь уже, но если человек не двигается, у него не происходит нормального кровоснабжения ни костей, ни мышц, и будут развиваться заболевания. Простая зарядка каждое утро, да, вот правильно Диана Ильдаровна сказала, не надо бегать, не надо скакать, не надо прыгать. Берегите свое здоровье. Единственное, что занимайтесь часто просто пешей прогулки, просто плавание, просто простая зарядка. Очень эффективной была в советское время, да, производственная гимнастика в полдень, так ведь? Да, это было... Какие результаты были? Прекрасные. Очень эффективно, сейчас очень набирает моду. И действительно это очень эффективна скандинавская ходьба, когда человек не просто идет, а он использует для дополнительной опоры, вовлекая в движение руки, использует палки по типу лыжных. Вот. И это позволяет не только тренировать мышцы ног, но и рук и других частей тела. Давайте поговорим о методах борьбы. Как предлагает Минздрав Республики, главным здесь должна стать агитация, проводимая врачами, травматологами среди населения. Но ведь в среднем человек ходит вот к терапевту, наверное, примерно раз в месяц, а к травматологу вообще когда прижмет, так ведь? И вот разве в этих условиях врач сможет донести до пациента вот все постулаты? Ну, к сожалению, это действительно так. К травматологу, ортопеду, как правило, люди приходят уже, когда либо они получили перелом или какое-то иное повреждение, либо когда у него уже боль в суставе достигла такой величины, что он не может передвигаться без дополнительной опоры или с
помощью родственников, бывает приводят под руки, бывает приходит человек уже с костылями, с тросточкой, с ходунками. Вот не надо до этого доводить. Если появилась боль суставов, она носит систематический характер, то есть человек испытывает боль не один раз, а несколько дней подряд. Если появился хруст в суставе или тугоподвижность, ощущение, как скрип снега в суставе, надо немедленно обратиться к врачу. Врач проведет диагностику, и своевременно начатое лечение, оно гораздо более эффективно, чем лечение уже запущенной формы заболевания. Спасибо. Мы встретились с вами в дни борьбы с остеопорозом. Сергей Валерьевич, планируется ли в эти дни какая-то особая программа по профилактике, предупреждению заболеваний в эти дни? Но здесь следует сказать, что вот этот 2017 год указом нашего президента Республики Татарстан объявлен годом борьбы с травмами и ортопедическими заболеваниями. В рамках этой программы проводятся лектории. В каждый район выезжает бригада специалистов, которые проводят и осмотр населения, и консультации тех людей, которые уже заболели, и в том числе читают лекции по профилактике развития ортопедических заболеваний. Кроме того, в Республиканском центре медицинской профилактики Республики Татарстан проведен конкурс дизайна плакатов, посвященных борьбе с травмой ортопедического заболевания. И на этом конкурсе отобраны наиболее такие наглядные, наиболее доступные для восприятия населения плакаты, которые сейчас развешиваются в поликлиниках, наверное, тиражируются и местах, будут развешиваться в общедоступных местах, в школах, поликлиниках, местах общего пользования, торговых центрах, даже возможно это. На станциях метро, в автобусах, в трамваях. Это очень эффективно, когда у человека есть свободное время поездки, то есть он глазом может зацепиться и получить необходимые для себя знания. Сергей Валерьевич, давайте вот разберем пример. Что, если вдруг вывих, например? То есть человек повредил ногу, упал, не может встать. Что нужно сделать, чтобы не повредить еще дальше, чтобы вообще не было последствий? Так ведь? Значит, если травма уже случилась, вот, важнейшим принципом оказания неотложной помощи является транспортная иммобилизация. То есть, если сломанная или вывихнута конечность, ее нужно зафиксировать любыми доступными подручными средствами. Если вы вызвали бригаду скорой помощи и приедет бригада специалистов, у них есть стандартное, скажем, заводского изготовления шины транспортные, которые позволят зафиксировать конечность и доставить пациента без осложнений в больницу. Если вдруг по каким-то причинам вызов бригады скорой помощи невозможен, то нужно использовать любые подручные средства, дощечки, даже картон свернутый. Если перелом небольшой кости, допустим, предплечья, то можно просто школьную линейку прибинтовать. Вот, и это было достаточно для того, чтобы не произошло вторичного смещения и закрытый перелом не превратился в открытый. Спасибо. Время неумолимо. Наша программа завершается. На протяжении всей программы у нас работало электронное голосование. Следите ли вы за здоровьем своих костей и суставов? 3 варианта ответа было представлено. Лидирует у нас второй вариант ответа. Как хорошо. Занимаюсь гимнастикой, да. препарат. Хотя бы почти 40% людей уделяют внимание своему здоровью, это радует. А как вы сами относитесь к своему здоровью, Диана Ильдаровна? Я считаю, что свое здоровье надо любить. Потому что, когда ты любишь свое здоровье, оно отвечает тебе взаимностью. И есть такое понятие, как культура отношения к собственному здоровью. Вот если мы его полюбим, то, наверное, это будет очень хорошо. И самое главное, здоровье ответить тем же самым. Ответить здоровьем. Сергей Валерьевич, вы как считаете? Я солидарен с Дианой Ильдаровной. Свое здоровье я очень ценю, очень люблю. Очень люблю быть здоровым. Когда просыпаешься и чувствуешь прилив сил, бодрости, очень не люблю болеть. И стараюсь делать так, чтобы мне к врачам пришлось обращаться как можно меньше. Для этого пытаюсь по возможности совершать прогулки, зимой ездить на горнолыжный курорт, хотя бы там, если не на горных лыжах, то хотя бы на тюбе, то прокатиться. Покататься, да. Благо у нас все условия в республике созданы, так? У нас в республике, слава богу, да? с условиями все нормально для активного отдыха. Да просто погулять, просто выйти, одеть, я не знаю, купить какой-то невероятный яркий спортивный костюм, удобный, комфортный, одели теплую одежду, да, и пошли и погуляли. Хоть скандинавской ходьбой, хоть просто прогулки пешие, просто плавание. Нужно просто дышать, наслаждаться. У нас отличная экология, у нас отличный воздух. Сейчас так хорошо на улице, что просто, ну, грех этим не воспользоваться. Впереди зима, белый снег, большое количество приятных парков, скверов, везде есть освещение, все организованы, пространства общественные. Поэтому лучше полчаса погулять, чем полчаса сидеть перед телевизором. Все правильно. Спасибо. Наша программа подошла к концу. Я желаю нашим гостям всего самого наилучшего. Вам, уважаемые телезрители, не болейте. До скорых встреч на ТНВ.